Учреждение работает почти век. Изначально помощь здесь оказывали детям и матерям, трудящимся на социалистической ниве. В 70-х и по сей день это специализированное учреждение для малышей до 3 лет с нарушениями психики и поражениями нервной системы, оставшихся сиротами или без попечения родителей. Помощь комплексная, то есть это сестринская помощь, врачебная помощь, педагогическая помощь. То есть весь объем помощи, который у нас есть, дети здесь получают. Сестринская помощь – это массаж, ЛФК, это общий уход, какие-то специальные укладки, специальные тренажеры, на которых дети должны заниматься. Здесь используют самые эффективные технологии – медицинские и психолого-педагогические. Для таких детей это движение семимильными шагами. Выполняют все образовательные стандарты и при этом сотрудничают с институтом Монтессори в Москве. Любимое занятие воспитанников – по кремотерапии. Здесь ребята берут крем, специально намазывают ручки и рисуют вот на выпуклостях, на зеркале самые разные фигурки. Цветы, солнышко – это всем нравится. Независимо от уровня интеллекта, детки очень охотно этим занимаются. Двухмесячная София в доме ребенка всего 3 дня. Здесь, говорят сотрудники, ей пока лучше, чем дома, где не все благополучно. Всего же в учреждении максимум 50 детей, сотрудников в 3 раза больше. Шанс развиваться полноценно – главное, что дают здесь воспитанникам. И, конечно, возможность обрести семью. В прошлом году усыновили 14 малышей. Чаще, конечно, берут под опеку. Есть усыновление детей-инвалидов, и граждане тоже должны понимать, что в этом государство помогает, и есть социальные гарантии для тех пар, которые усыновляют или берут под опеку детей-инвалидов. Пока в пилотном режиме в учреждении открыли отдельную группу ранней помощи детям с родителями. Утром ребенка приводят, вечером забирают. При этом малыши получают всю необходимую реабилитацию, от которой именно в раннем возрасте результат порой превосходит ожидания. А родителей учат, как продолжать занятия дома. Возвращаясь к истокам создания учреждения, проведя глубокий анализ, сегодня мы оказываем поддержку Дому малютки для того, чтобы вот эти новые направления развития, они были у нас опорой в программе «Десятилетие детства» непосредственно в деятельности по медико-психолого-педагогическому сопровождению детей с раннего возраста своего развития. Паллиативная помощь детям, создание достойных условий для тяжело больных маленьких пациентов. Еще одно приоритетное направление работы. Для получения лицензии в дом ребенка поступит специальное медоборудование, переобучат и персонал. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.